Дорогие наши мужчины, поздравляю вас с наступающим 23 февраля. Сколько помню, 23 февраля – это официальный день признания мужества, день мужественности, день защитников Отечества. Тот день, когда мы поздравляем и отмечаем, особо отмечаем наших мужчин с пожеланиями о том, чтобы они оставались сильными, мужественными, но при этом добрыми, ласковыми по отношению к близким и вообще женщинам Кыргызской Республики. Я очень надеюсь, что насилие по отношению к женщинам станет меньше, что мужчины будут заботиться как на работе, так и дома, и не только по отношению к близким женщинам, но и по отношению ко всем женщинам нашей страны. Больше любви, уважения, заботы, и чтобы 23 февраля был праздником каждый день, так же, как и 8 марта, был праздником каждый день в жизни каждой женщины. Бардык Кыргыз Республикасынын мырзаларын келе жаткан 23 февраль менен куттуктайм. Баарына ден соолук каалайм, ийгиликтер каалайм, бакубат жашоо каалаймын. Дайыма бизди коргоп, мырзалар жүрүшсүн. Өлкөбүздө согуш болбосун, тынчылык болсун. 23 февраля у нас каждый год мы отмечаем это. Раньше, в советское время, мы отмечали День Советской Армии, поздравляли всех, кто служил в армии. Но я думаю, что это касается всех наших мужчин, потому что это сильный пол, наши защитники, вот, мужчин, наших дедов, отцов, наших сыновей. Сыновья тоже в будущем будут наши будущие защитники. Ну, нашему сильному полу только хочу пожелать здоровья, крепкого, успехов во всех их начинаниях, чтобы все их мечты сбывались, чтобы они не забывали, что рядом есть их тыл, это женщины, вот, и чтобы они всегда защищали. Хочется поздравить всех достойных мужчин, потому что поздравлять надо достойных. Прежде всего, нужно поздравлять наших защитников, которые в Баткене показали чудеса мужественности. Я желаю, чтобы у нас в Кыргызстане было много достойных мужчин. Я желаю, чтобы наше будущее поколение выросло мужественным, чтобы мы, женщины, за спинами наших мужчин чувствовали себя нежными, защищенными и чувствовали счастье. Ну, во-первых, это самый хороший праздник. Я в том плане, я же с того поколения, и мы его с детства всегда отмечали. Мы поздравляли наших одноклассников, друзей, мужчин, пап, братьев. Вот. И он у меня до сих пор также живет. И я во всех наших мужчинах вижу защитников Отечества. Вот априори вот он родился, и он уже защитник Отечественный. Поэтому я хочу пожелать им самое главное здоровья, силы духа, которые должны быть у наших мужчин. Ну и твердо стоять на ногах. Как уверенно они себя будут вести, как уверенно они будут себя чувствовать, да? И их такие мужские поступки, оно всегда вызывает о том, что ты под защитой и под крылом наших мужчин. Поэтому еще раз хочу их поздравить с этим праздником.